Так, ну что, селям алейкум, давайте еще раз поздороваемся, да? Селям алейкум. Алейкум селям. Да, значит, смотрите, о чем я хотел с вами поговорить. Вообще очень интересно, мне очень интересно то, что сейчас происходит. И на самом деле, когда я узнал, что вы сейчас в Лос-Анджелесе, да, немножко расскажите вообще про место, где вы сейчас находитесь, чтобы я уже как бы такие вопросы уточняющие задавал. Вы сейчас находитесь где? Ну, мы сейчас находимся дома. в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Мы живем прямо в центре города. Это, получается, часть между Беверли-Хиллз и Даунтауном. Ну, я не знаю, наверное, для зрителей это ничего не говорит. Ну, сейчас. В общем, Лос-Анджелес поделен на несколько частей, как бы районов. И их достаточно много, и вот собирательный такой, как Лос-Анджелес весь называется. Но районы все вот так вот разные. И они отличаются прям очень сильно все друг от друга. Да. Есть Голливуд, Беверли-Хиллз, Беверли-Хиллз. Даунтаун, Кореятаун. И мы вот мы между... прямо вот в центре всех вот этих всех. районов. Вы там, где вот эта аллея звезд, вот эта история, да, или далеко от нее? Там лучше не жить. Да, просто это место, да, не особо подходит для жизни. На самом деле там сделали красивую картинку для того, чтобы снимать вот эти премьеры, которые с красной дорожкой. Но для жизни это место совершенно не подходит, потому что там не все так красиво и не все так сладко, как показывают в кино и по телевизору. Первый, самый очевидный вопрос, ну, во-первых, про то, что люди не ориентируются в районах, я думаю, что это заблуждение, потому что мы то поколение, которое выросли вот на этих сериалах, там, «Друзья», там, «Беверли-Хиллз», и на самом деле, что удивительно и интересно, я подписан, ну, на ваш Инстаграм, на твой или не, и у меня, знаешь, у меня прям вот есть такая игра GTA, да, ну, я думаю, многие об этом знают, и там прям все районы, то есть полностью, я не знаю, Санта-Моника, там, ну, короче, как будто это ты попал в игру, то есть это такое интересное ощущение и чувство, я думаю, что вы его испытали. Потому что игра создана по Лос-Анджелесу. Да. Да, да. У нас вот ребенок Да, любит да. смотреть там мультики, и мы часто видим просто знакомые места, как будто вот мы сейчас на улицу вышли, это наш район. Супер очевидный вопрос, и он, скажем так, непростой. Почему вы выбрали один из самых дорогих городов, ну, как минимум Америки? То есть, ну, это как будто бы прям не очевидно. Это там очень дорого жить, насколько я знаю, там дорогие продукты. Я вот смотрю, я подписан на блогеров, там уже, не знаю, там лет 5-6 смотрю, и все говорят, что очень дорого, очень дорого. Почему именно Лос-Анджелес? Ну, давай я отвечу, да, на этот Давай. вопрос. Давай. Во-первых, я всегда считаю, что если дорогая жизнь в городе, значит, есть возможность заработать деньги для того, чтобы позволить себе эту дорогую жизнь. И вторая причина – это то, что Линье творческий человек, она музыкант, вокалист, я фотограф. И я считаю, что мы должны были выбрать такое место, чтобы у нас были максимальные возможности показать себя и достичь каких-то успехов. Потому что другого города в США, в принципе, для творческих людей не существует. Здесь это очень востребовано. Здесь хорошо оплачиваются все творческие профессии. Вот, допустим, даже там какой-то в средних штатах США, ну то есть посередине, там намного все печальнее в плане творчества. На самом деле, когда я думал о том, гипотетически, да, что если вдруг я еду куда-то, там, релоцируюсь, там, где-то буду жить, первый вопрос, это вопрос заработка становится, да, и я думал так, что внешнему миру от людей, от тех, кто выезжает, приезжает, от них требуются hard skills, то есть какие-то очень конкретные, очень четкие, сильные навыки. У вас творческая профессия, и это, то есть даже там пение, да, там по музыке, фотографы, это то, что связано с социумом все равно, то есть какие-то, во-первых, язык, да, там какие-то связи. Как вот вы сейчас, получается, по профессии работаете, да, то есть то, что вы умеете, вы это делаете? Как удается находить работу, не знаю, вот интегрироваться в эту структуру? Это там же еще и дикая конкуренция. У штата есть определенные программы, которые помогают людям, которые вот только приехали, которые не имеют достаточно заработка для того, чтобы люди там, встали как бы на ноги. Здесь хотят, чтобы люди стали на ноги. Здесь, получается, штат очень хочет, чтобы люди зарабатывали и в конечном итоге начали платить налоги. И они делают все для того, чтобы как можно быстрее ты стал зарабатывать, как можно быстрее ты нашел работу и начал, соответственно, платить эти налоги. Вот. Когда мы приехали, здесь есть
такая организация, называется DPSS. В ней регистрируются все люди, которые нуждаются в какой-то определенной помощи. И это подразумевает в себя помощь финансовую, там базовая финансовая помощь, и плюс помощь на так называемые продукты. То есть там выдается специальная карта, на которой каждый месяц зачисляется определенная сумма денег. Там все зависит от твоих доходов, от твоей семьи. Семьи, количество. Да, и ты можешь тратить эти деньги только на покупку продуктов. Как бы, когда мы сюда приехали, мы об этих всех программах совершенно не знали, и мы рассчитывали исключительно на свои собственные финансы, на свои собственные возможности. Вот. Нам подсказали, и это на самом деле очень хорошая поддержка от государства для того, чтобы люди могли не метаться со стороны в сторону и решить свои какие-то базовые первоначальные нужды. Например, адаптация какая-то, языковая адаптация. И вот мы первые полгода получали такую помощь, и нам это очень сильно помогло для того, чтобы мы выучили более-менее язык, сняли себе жилье, чтобы мы как бы нашли уже клиентов каких-то на свою работу. И вот по прошествии полгода мы уже смогли полноценно себя самостоятельно обеспечивать. А сколько времени вы находитесь в Лос-Анджелесе? 11 месяцев. У меня нет опыта, скажем так, такого длительного пребывания вне дома, но я читал, что есть такая штука, как периоды адаптации, да, там гнев, принятие, вот эта вот вся история. Как у вас эти этапы происходили? То есть сейчас вы на каком этапе находитесь? Буквально недавно я была, наверное, гнев. Сейчас уже более-менее принятие, но это прям очень тяжело. Это действительно все эти этапы проходишь, и мы до сих пор их проходим. И эмоциональные качели наши — это отдельная история. Можно фильмы снимать, какие у нас были психологические проблемы с этим. У меня, по крайней мере, очень сильно. Это действительно очень сложно, потому что я лично не ожидал, что со мной так будет. У меня как бы с детства было желание всегда куда-то поехать, пожить подольше, и я никогда не понимал, когда смотрел блогеров, которые рассказывают, что это сложно психологически, я думаю, да что там сложного? Ты же хотел этого. Это же путешествие, да? Да. Но психологически действительно это очень сложно, когда сталкиваешься уже с бытовыми проблемами, когда сталкиваешься с определенным одиночеством, когда ты не видишь там близких, родных, когда нету друзей, да. Поначалу нам было прям максимально сложно, потому что у нас не было абсолютно здесь никого. Сейчас в процессе, конечно, у нас уже появляются и друзья, и знакомые, и... В частности, крымские татары, да, и крымские татары, здесь очень большая крымская татарская диаспора. Уже все больше и больше прибывает. У нас есть общий чат, Телеграм, мы там общаемся, у нас постоянно хорушувы происходят, все байрамы мы вместе отмечаем. И это реально, это действительно очень помогает для адаптации. В принципе, я понимаю, о чем вы говорите, что мы вообще, особенно крымские татары, я не знаю, другие народы, наверное, то же самое, мы очень социальные сами по себе, да, и мы очень глубоко врастаем вот в эти вот связи, в этих даишек, дудушек, там, тизешек. И получается, что когда находишься вне дома, очень скучаешь по этому. Вот эти вот курушувы, вы чувствуете вот это вот, единение, какую-то дружбу, поддержку? Можно ли там, допустим, просто занять денег у кого-то, потому что, вы же не дома, да, у вас все далеко, родственники, то есть банально, да, просто подойти и сказать, слушай, там, мне нужно там $300 там, до понедельника. И вот есть такое? Опишите вот это явление, курушув. Пока никто не занимал денег, но в плане помощи какой-то, информационной, физической, там, перетащить что-то, да, мы обращаемся только к своим, потому что, свои же. Вот, и да, действительно помогаем друг другу, стараемся. У нас есть общий чат, мы в этом чате постоянно пишем вопросы, которые нас интересуют. И там, на самом деле, мы получаем очень много ответов. Да. И вот мы, когда приехали сюда, мы абсолютно не знали про программы, про помощь эти все. Нас в Инстаграме нашла девочка, ее зовут Земфира. Она добавила нас в этот чат. И после этого мы получили действительно хорошую помощь, потому что без этой помощи, на самом деле, в первое время, я как бы ожидала, что здесь будет дорого, там, сложно, но я не ожидал, что это будет настолько дорого и сложно. Это, И это помощь, которая была, соответственно, информационная от наших как крымских татар, это было очень
положительно для нас. Получается, на начальном этапе, вот когда вообще ничего не понимаешь, да, это очень важно. Хотя бы это может показаться, для кого-то показаться простая помощь, да, но когда ты вообще не знаешь, куда идти, это большая помощь. Это самая, можно сказать, большая помощь. Ну, потому что здесь вот информация, это очень дорого стоит. Я сейчас всегда всем, вот, кто сюда приезжает, кто мне пишет, я никогда не отказываю в помощи, Да. я всегда стараюсь максимально помочь, Мы понимаем, максимально каково дать это. всю информацию, чтобы человек быстрее совсем разобрался, не тратил время впустую, не тратил деньги впустую. И я от себя вот всегда делаю все зависящее, чтобы знакомым, друзьям помочь, потому что мы сами прошли через это все, и это не так просто. Допустим, мы потратили на эту вещь, там, оформление документов, оформление там каких-то помощи от государства, мы потратили около 2 месяцев на это все. То есть, и, конечно же, наши запасы иссякали в это время. Но сейчас, когда кто-то едет, мы сразу говорим: так, идете туда-сюда, и вот это все это делать. И это все делается за один день. За 1-2 дня Да, делается. и это, я думаю, это прям существенно им поможет, чтобы не тратить свои ресурсы. А сейчас какой у вас официальный статус? Вы можете там пойти просто устроиться на работу? Есть у вас, да, вот это вот ID? Да, у нас есть и driver license, это типа водительские права, это как и ID, и есть разрешение на работу, да. Ну и Social Security Social Number, Security это который самое позволяет у нас здесь получать кредитные карты, открывать счета в банках, получать кредиты и вести такую же аналогичную жизнь, как и все американцы. То есть вы можете все, кроме голосовать, да? То есть у вас все права есть? Да. Ага, это интересно. А вот смотрите, есть такое понятие, как туризм и иммиграция, да, все насчет этого шутят, что не надо путать, да, эти два понятия. Вот интересна такая штука. Вот когда вы первый раз попали вот в это место, да, в Лос-Анджелес, у вас же были какие-то ожидания от этого места? Вот какое у вас было самое яркое впечатление, что типа, ну это вау, это прям вообще, вот что это было? Это было полное разочарование Лос-Анджелесом первое время. Это был ужас. Я ехала и смотрю, нету высоких зданий, потому что Лос-Анджелес, как вы знаете, это одноэтажный. Я знаю, я в GTA играл. Да. Мы едем. Еще мы начинали нашу адаптацию с каких-то районов. То есть поначалу мы снимали жилье, там Airbnb, там по 3 дня, да, мы снимали там Airbnb, и в разных районах постоянно. И у нас так получилось, что мы приехали сначала в район аэропорта, это Инглвуд. Это, ну, как бы средний такой район, то есть там одна часть такая продвинутая, другая часть не очень. И мы как раз это все на себе испытали, и я такая думаю: боже, мне страшно было выходить на улицу, какие-то крики, какие-то там что-то хлопки, то есть мне вот это вот... И здесь постоянно ездят пожарные постоянно машины. пожарная, кажется, что полицейские куда-то гонятся, то есть поначалу была паника какая-то. Как будто в фильме каком-то постоянно что-то происходит. Вот так вот не успеваешь просто. Ты не успеваешь понимать, что это вообще. Да, и вот так вот мы попадали в разные районы и сравнивали районы. И выделили для себя какие-то более-менее хорошие, то есть где с ребенком более спокойно, там где-то лучше не жить, вот, но все равно как бы оно смотрелось все не очень. Мы еще попали в такую погоду, дождь был просто каждый день. И это было, я так смотрю, думаю, куда мы приехали? Мы просто наслушались еще в Ютубе то, что Калифорния это такой прекрасный штат, где постоянно солнечно и нету дождей, тепло. Тут мы вечное приехали, лето, говорили мы они, приехали, ветер, холод, дождь, и он не заканчивается, просто идет. Нам все Что говорят: да происходит? сейчас распогодится. 2 месяца просто ничего не меняется, вот серая погода, дождливая, А мы в это ужасная. время, получается, без жилья. Мы туда-сюда по Airbnb там ездим с этими чемоданами, с ребенком. И вот в этой погоде у нас просто вот... А еще первые дни у нас получается так, что мы о себе как бы поняли, что мы можем справиться с адаптацией по времени, но про ребенка мы особо не задумались. Нам казалось, Да, что джетлаг это обычно он вообще очень история. быстро там раз и переключится, мы ему не дадим поспать, а получилось так, что он нам не дал поспать, и он высыпался днем, а ночью он не спал. И мы, получается, никогда не спали. Для нас вот первые 2 недели это был просто максимальный стресс, потому что
У меня стояла задача быстро найти жилье, арендовать. Машину надо было купить или найти в аренду. И это надо было решать, а ребенок как бы не понимает этих всех моментов. Он в машине засыпает днем, когда мы ездим, он выспится. И у нас первые 2 недели это было просто ужаса Это такого, было. что... У нас уже такой истерический был, смех, плач, там непонятно что уже было. Мы У нас даже записывали себя на видео. Специально, чтобы не забыть это чувство. Мы это все записываем, и у меня просто там все эмоции на лице. Почему в Инстаграме нету, я не понял. А я скидывала? Нет, я скидывала, что у меня там руки уже тряслись. Мы периодически скидывали, просто мы скидываем это все в сторисы, и оно пропадает. Да, Надо... плохо мы ведем Инстаграм, на самом деле. Нам иногда пишут, почему вы ничего не скидываете? А нам кажется это уже обыденным, как бы, нам кажется, а что здесь интересного? Да, как бы... глаз замыливается, и мы Да, вот в бытовых проблемах не замечаем уже того, что здесь Мы забываем, просто что у нас аудитория-то крымская, всё и по-другому им-то здесь. интереснее это будет. Вы 2 месяца находились в этом состоянии. Не было желания там куда-то уехать, переехать? Вы же все-таки налегке, у вас вот в руках чемоданы, собрались, поехали. Почему вы остались? Мы просто поставили определенные цели. Я заранее понимал, что будут трудности. Да, конечно, я не ждал, что они будут настолько сложные. Но мы с Лене очень долго общались на эту тему. Вообще мы думали, стоит ли вообще ехать. И мы как бы подготовились психологически, что да, это будет очень сложно. И здесь я со всеми знакомыми, кто проходил этот опыт, мне все предупредили, говорят, что первый год адаптации будет максимально сложной. Надо просто его перетерпеть, и в будущем все будет уже нормально, спокойно. Но я считаю, что мы даже, в принципе, эту первоначальную адаптацию достаточно быстро прошли, потому что некоторые люди и годами не могут справиться. Я еще не прошла, да? Я еще не прошла. Чуть-чуть примерно могу вас понять, потому что я 3 недели был в Турции, мы с детьми поехали, у нас была поездка абсолютно туристическая, но вот с таким небольшим погружением, тоже вот это Airbnb, съемные квартиры, и я прекрасно понимаю уровень стресса, который был у вас, потому что это, во-первых, полная неопределенность с жильем, а особенно, когда есть маленький ребенок, он вообще же не хочет понимать, что происходит, и действительно это очень сложно, это я примерно на чуть-чуть понимаю, о чем вы говорите. Понятно, с первым впечатлением. А потом как? Вот что понравилось первым, скажем так? Вот на что вы обратили внимание? Типа, да, вот это вот круто. Классное место. Для меня, наверное, было в первую очередь это люди. Все говорят, что американцы там просто улыбаются, просто там слова говорят. По сегодняшний день мы сталкивались с такими людьми, которые нам на самом деле очень помогали, и всегда мы получали позитивный, какой-то отклик. Да. Все улыбаются в магазине, там все пытаются как бы сохранять вот эту вот дистанцию какую-то. Никто не пытается тебе испортить день, Никто настроение. Никто не нарушает твои границы. Да, и люди, которые мы с кем сталкивались, они нам помогли так, как, наверное, не помогают некоторые родственники или друзья. Мы на самом деле были поражены этим, что бывают такие люди, которые реально искренне просто готовы чужим людям сделать все, чтобы было у них хорошо. Я, кстати, узнала, почему это у них так. Вот кто нам-то хорошо помог, знакомые сейчас хорошо дружим, они американцы, не коренные, но американцы. Почему они коренные? Я разговаривал с Джеффом, коренные. Коренных не бывает. Индейцы коренные. То есть они очень давно. В общем, я говорю, мне просто им говорю, интересно, почему они такие люди, они постоянно занимаются благотворительностью, они там помогают чем только могут, там вообще, когда мы только познакомились, они нам там тоже создали папку такую, что типа с первой помощью, куда обращаться, то есть вот так вот у нас отдельная папка, что, если что, путеводитель в новую жизнь, как бы, да. Мы были так поражены, это столько работы, там целый файл. Эти ребята стали нашими друзьями, и они нам очень помогли. И на самом деле мысль Лене, которую хотела донести, здесь очень часто люди мыслят так, что к примеру, там в супермаркете ты стоишь, и у тебя не хватает денег рассчитаться, за продукты. Просто ты там, например, вышел, не хватило у тебя денег. Вот кто-то в очереди будет стоять, он просто заплатит за тебя и не будет ждать возврат денег. Почему? Потому что они считают так, что если я помог,
мне потом кто-то другой поможет. Ну, вот То есть так он мне круговорот и помощи сказал, вот да. должен быть. Но это не правило тоже на самом деле. Здесь люди тоже очень разные, здесь солянка вообще людей просто со всего мира. Есть люди вот такие, которые действительно хотят помочь. Ну, есть люди и плохие на самом деле. Ну, не надо идеализировать, говорить, что там Никто здесь не идеализирует. прям все хорошие, все улыбаются. Просто вот мы сталкивались с такими людьми, и для Ну, нас понятно, это да. был восторг какой-то, что просто какие-то чужие люди, Мы которым даже поначалу мы- так с недоверием каким-то. Да, да. Что вы от нас хотите? Да, Ну, нам постоянно такое. казалось, что Что нас хотят обмануть, обмануть. там, Ну, что-то продать нам, или вот как обычно это бывает. Ну и вообще, как бы уже побывав в странах, как бы сколько мы там побывали в странах, я понимаю то, что люди везде одинаковые. Все равно одинаковые. Да, есть какие-то общепринятый характер общения, там что-то. Вот, допустим, здесь более такие осознанные люди, они понимают, что не нужно там нарушать личные границы человека, то есть стараются повысить себе настроение каким-то. Да, им все равно, в принципе, на твою жизнь, но они пробежали, уже забыли, сказали: о, типа, ты так хорошо выглядишь, и побежали, вообще абсолютно незнакомым людям. И это как бы ты себя чувствуешь как будто ты не невидимка. То есть тебя видят, тебя как бы принимают. И вот здесь вот это вот действительно очень хорошо развито. И многие люди очень такие позитивные, и там пытаются тебе сделать комплимент. Мы поначалу тоже, что как бы такие, для нас это очень непривычно, у нас как бы так не принято. Хотя это, мне кажется, очень нужно внедрить в нашу культуру тоже. Делать комплименты друг другу. Мне еще кажется, что здесь люди такие, потому что здесь очень много приезжих. И когда человек находится как бы условно в гостях, и он себя ведет как гость, то есть здесь никто не ведет себя как хозяин. То есть это вот все моя гости, земля, да. я здесь управляю всем. Все гости, все относятся друг к другу как гости. Все улыбаются, все доброжелательные, никто не показывает свои как бы плохие качества. Все хотят себя показать с максимально хорошей стороны. Про людей я понял, да, но я думаю, что еще очень зависит от того, в каком круге вы вращаетесь, потому что я думаю, что если вы там были бы на Аллее Славы, там, где вот эти палатки, там люди, наверное, похуже, да, вот там живут, которые. То есть все зависит, как и везде, по сути, все зависит от того, в каком месте ты находишься, да. Если вы пошли в хорошее, приличное место, конечно же, люди там будут более улыбчивые, более в достатке и так далее. Давайте вот такой, расскажите немножко про бытовой вопрос, он мне интересен. Скажите вот по продуктам, по продуктовой корзине, вот сейчас вы уже работаете, у вас уже есть какой-то приход, да, есть какая-то социальная поддержка. Вот эти бытовые нужды, они сильно заметны вот по деньгам или это так на фоне происходит все? Ну вы готовите еду, там вот так у вас есть кастрюли, там вот такая история. Первое время мы когда приехали, мы кушали в ресторанах, в кафе, и продукты мы не могли купить, потому что у нас не было кухни полноценной. Когда мы И снимали. для нас тогда это показалось прям просто очень дорого, потому что каждый поход куда-то там в самое там, бюджетное какое-то заведение, ну, мы еще не знали определенные места, и мы как бы не знали там порции какие. Ну, допустим, У нас сеть iHop, Да. там завтрак, в принципе, там такой стандартный. просто яичница, там тост что-то, какой-то. тост, там еще что-то, оладушки какие-то там для 55 ребенка. долларов, да, по-моему? ушло? $55 ушло. $55? На самом деле это сейчас, ну я понимаю, что это даже и недорого. Ну, Потому что, когда начинаешь зарабатывать, это относительно, недорого. Когда ты тратишь уже свои как бы сбережения, ты думаешь: боже, как Это просто так? один поход покушать там завтрак, $55, Да. и я думаю, так, нам надо 3 раза в день покушать, это в день $150-200 только на еду, это за месяц $6000, и как И бы... мы решили найти с кухней место, Да. потому что это прям очень, да. Поначалу, когда мы вот еще не зарабатывали, для нас действительно казалось, что продукты стоят заметно дороже. Ну, здесь вот немножко так интересно получается. Есть продукты, которые стоят существенно дороже, чем у нас, а есть продукты, которые стоят существенно дешевле, чем у нас. К примеру, там креветки какие-нибудь или рыба красная, она стоит либо так же, как у нас, либо дешевле. А какая-нибудь соль или яйца стоит просто... хлеб? Или хлеб в 10 раз дороже. Вот, к примеру, здесь хлеб стоит $7. Да, буханка. нормальный. Или яйца от стоят... $5 хлеб. Яйца стоят $6 упаковка.
Ну, вот как бы есть вот этот контраст, и нам в первое время казалось, что это все очень дорого. Но когда ты начинаешь зарабатывать эти деньги, ты начинаешь понимать, что все вот эти вот потребности бытовые, это все просто, ну, как бы само собой подразумевающее. Ну, То как есть вы сказали, фоном уже. человек не да. должен как бы в этом нуждаться, это просто вот фоном, как бы ты идешь, покупаешь там, ну вот мы покупаем раз в неделю продукты, у нас где-то уходит 300-400 долларов на все. Мы себе ни в чем в продуктах не отказываем, мы покупаем баранину, там, красную рыбу, креветки, там, все, что мы хотим, просто все покупаем. И вот где-то корзина в среднем с учетом бытовой химии выходит на долларов 300-400. Это примерно, в общем, $1500 на еду, да, в месяц? Ну, это вот прям ни в чем себе абсолютно не отказывать Да. и покупать. Просто мы еще на самом деле питаемся Да. на определенной диете. У нас кето-диета. И эти продукты стоят заметно дороже. То есть мы не покупаем дороже, там да. какую-то бюджетную еду. Мы покупаем там, стараемся все органик покупать, мы покупаем там определенные сладости, которые нам можно, то есть иногда себя Без побаловать. сахара. Да. Мы покупаем очень много овощей, мяса. И мы стараемся покупать это все хорошего качества. Но на самом деле, если, например, не особо заморачиваться и пытаться как бы просто как питаться обычно, мне кажется, можно уменьшить этот чек и в 2, и в 3 раза, а можно вообще не платить за это все, потому что здесь от государства есть Кстати. фудбанки, куда можно просто поехать без документов, без ничего. Ты просто на машине, даже если у тебя там, не знаю, Porsche, ты можешь на Porsche подъехать, открыть багажник, и тебе туда положат просто Корзину еды такую. огромную корзину, там есть абсолютно все. А ты пробовал? Ты брал такой? Мы попробовали. Мы попробовали. Нам было очень интересно поехать посмотреть. Мы были в то время в Вентуре, городок недалеко от этого. Это где-то 70 миль от Да. Лос-Анджелеса находится И город. это очень такой спокойный, прям такой умиротворенный городок, прям Там вот на нет- берегу там нету океана. бомжей, там нету- там все такое вот, да, чисто все. И там тоже есть фудбанки, и мы решили попробовать поехать посмотреть. И нам дали вот такую корзину, и там что было у нас? Там был сыр с голубой плесенью, козий сыр, козий, пармезаны. большой кусок мяса, курица, Да. органик, там... И все такого качества хорошего, мы Да. обалдели. Здесь есть сеть магазинов, Whole Food называется. Это прям вот что- один из самых дорогих магазинов. И в этой корзине вот были продукты Всё с этого Whole Whole Food, Food. да. Да. Документы какие-то показывали вообще что-то? Ты просто показываешь, что ты живешь в этой эрии, Да. и они тебя ставят как бы в список, чтобы на тебя следующую неделю рассчитать, чтобы не было такого, что ты пришел, а тебе говорят: ой, Нет, извините, а на вас нету продуктов. Вот. Но это касается Вентуры. Здесь, в Лос-Анджелесе, мы тоже чисто для эксперимента съездили один раз попробовать, но Да. здесь, конечно, Ну, было здесь все намного проще, потому что я так понимаю, что здесь нуждающих людей намного больше, Очень много, да. еды не хватает, прям, ну, такой хорошей, качественной на всех. И тут уже в корзине очень много всяких злаков, хлопьев, вот этих То, вот, что мы они не любят едим, консервы как бы, и- какие-то. То есть, ну, в принципе, там и мясо они тоже дают, и овощи дают, но не такие, как бы, хорошие не такого продукты, высокого качества, не такого как высокого там, качества, допустим. как там. Но я к чему это веду, то что человек, в принципе, здесь с голоду умереть не может. Да. То есть, если ему действительно нужно покушать, если у него там нету финансов сейчас купить себе еды, он просто идет в фудбанк, покупает, берет там корзину эту, и ему это хватает на неделю с головой. Как бы проблем с едой здесь нет, абсолютно. А вот вы когда снимали посуточно, сейчас, я так понимаю, вы на какой-то примерно долгий срок, да, снимаете? Какая вилка вот на съем жилья? Сколько примерно стоит? Все зависит от района, но нужно понимать, что, наверное, самое дешевое жилье, это если человек приехал сам, один, и готов жить с кем-то в комнате, это будет стоить $700 в месяц. Это прям самое бюджетное, самое простое жилье. То есть это просто переночевать, у тебя там нету личного пространства никакого, нету Кухня там, да. общая, там все. Если рассматривать уже Общежитие. полноценные там студии, квартиры какие-то, там однокомнатные, однокомнатная квартира, наверное, будет стоить где-то в диапазоне от $1800 и до $3000, может быть. Двухбедрумные квартиры от... Ты объясни сначала однобедрум и Да, двухбедрум, ну, что это? Это примерно как в Турции. Для наших людей это двухкомнатная квартира. Есть Да, это зал, двухкомнатная. вот, ну, у нас, вот, например, зал совмещенный с кухней, и у нас есть спальня своя. И гардероб. И гардероб. Да, как бы в Калифорнии площади квартир хорошие, большие, они где-то вот там по 60-70 квадратов, это однобедрумные. Двухбедрумные могут быть и 100-120 квадратов.
Двухбедрумные, наверное, идут от 2 800 и могут там до 5, и до 7, и до 10 тысяч. И частные дома там где-то от 4 тысяч долларов и тоже выше. Не, ну понятно, что, допустим, для нас, да, для нашего региона, что это понятно, это огромные деньги на съем жилья. Но, в принципе, если взять средние зарплаты, там даже начальные зарплаты, то это как-то можно, да, там как-то выходить на ноль там, и даже в плюс идти поначалу. Хочу заметить еще один момент. На самом деле снять такое жилье очень сложно, потому что здесь законодательно ограничено, получается, ну, к примеру, если квартира стоит 2000 долларов, значит эти 2000 долларов должны быть 30% от моего дохода. Да, я понял. Мне никто из владельцев не сдаст квартиру, если у меня не будет такого дохода. И это очень огромная проблема для тех, кто только прибывает сюда, в США. Мы поэтому очень долго мучились, пока мы смогли снять эту квартиру. Мы там нашли знакомых, которые помогли нам предоставить там свои доходы, здесь называется это коусайнерством, да. Они как бы за нас дали гарантию, что мы нормальные как бы ребята, что мы будем работать и будем платить. Да, они поручились за вас. Они поручились и свои кредитные истории как бы за нас дали гарантию, что если что-то будет не так, они в своей кредитной истории будут за это отвечать. Ну и поэтому получается то, что эти суммы, они в принципе сопоставимы с зарплатами. Если два человека живут в такой квартире, ну, здесь самая минимальная зарплата сейчас в Калифорнии это 18, где-то 20 долларов в час. То есть, ну, эта квартира будет как раз вот эти 30% от общего дохода. Я так понимаю, что вы сейчас не работаете там от звонка до звонка, там с 9 до 6, да, у вас ребенок, вы как-то этим ограничены. Но как вот ваши доходы, они видят, государство как видит ваши доходы? У вас есть карточка, все деньги, которые вы зарабатываете, они белые, да, то есть они сразу поступают на эту карту, и государство понимает, что, ага, вы работаете, с вами можно иметь дела. Так получается или как? Нет, немножко не так получается. Здесь, получается, каждый несет ответственность за себя. Вот если я, например, self-employer, то есть я работаю сам на себя, я могу просто, ну, я как бы кладу эти деньги на свою карточку, и потом, когда приходит налоговый период, я просто отчитываюсь о том, что это мои доходы были. И в моих интересах, ну, как бы показать, что я много заработал, потому что это очень позитивно повлияет на то, как государство будет мне доверять. Это будет без проблем купить там машину себе, взять там любую кредитную карту, там лимиты сразу будут расширять банки там на неограниченные просто возможности. Поэтому я как бы сам заинтересован в том, чтобы показать свои, ну, доходы свои, не скрывать их, а показывать. Ну, понятное дело, что здесь есть ребята, которые там некоторые не понимают этого, они там говорят, что я буду работать в черную, и можно не показывать. Но если тебя поймают, конечно, потом будут очень серьезные проблемы на самом деле здесь. Но это касается тех, кто работает на себя. Если человек работает официально на какую-то крупную компанию, он, соответственно, будет получать деньги в белую, и все эти доходы будут уже автоматически подсчитаны в конце года. Расскажите немножко про ребенка. Я так понимаю, он ходит в детсад, да? Насколько я знаю, детсадов бесплатных нет, да, в Америке? То есть немножко вот про эту сторону расскажите, как это происходит. На самом деле есть бесплатные, есть государственные, но в основном здесь очень много частных детских садов. Но они все сотрудничают с государством напрямую. И вот здесь вот мы говорили вам, что есть какая-то помощь только вот приезжим, да? Здесь можно оформить такую помощь. Допустим, мы ходим в колледж, учим язык для того, чтобы быстрее адаптироваться в общество, да? И мы сдаем эти часы и говорим, вот так и так, мы заняты, мы не можем, негде нам оставить ребенка. Они с этим помогают, и как они нам предоставляют? Они, получается... У них есть список детсадов, который с ними сотрудничает. Частных детсадов, и они делают напрямую перечисления этому детскому садику. То есть за нас, по сути, государство оплачивает детский сад. Вот, поэтому, да, сейчас даже помощь на это есть. Поэтому... А время? На сколько времени вы отдаете ребенка? Они дают эту программу на год предварительно. Но если мы сдадим свои отчеты, и государство посчитает, что мы находимся в зоне, когда, ну, здесь называется это low income, низкий доход,
в зоне низкого дохода, и государство может продлить эту помощь еще на год. То есть каждый год мы проходим аттестацию, государство нас оценивает, говорит, так, ну вы, в принципе, нормально уже заработали. Ну, здесь есть границы, там, типа 30 тысяч долларов на человека в год, это считается супер low income, это человек на грани там, бедности. 50 там, тысяч долларов это следующая граница, там 80 тысяч долларов следующая и так далее. Там. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов и меньше получаешь от государства всяких программ. Чем меньше ты зарабатываешь, ты налоги не платишь, тебе государство дает еще какую-то помощь, соответственно. Ну такая вот система получается. Мало зарабатываешь, много получаешь. Много зарабатываешь, много отдаешь. Вот. И 5 дней в неделю он ходит в детский сад по сколько часов? Ну, он сходит с 8 до 5, может быть. Там. С 8 до 5, да. То есть полноценный день ходит. Но если бы не было этой программы, то детский сад минимально стоит $1300 в месяц. Это минимальные, а может доходить и до $3000 в месяц. Смотря от района там, и состояния детского сада. Америка страна мигрантов, и у них все это дело все продумано уже столетиями, да. И получается, что если ты в принципе адекватный человек, который хочет работать и что-то делать, то есть вот эти ауты, да, то есть есть решение, как можно интегрироваться и как-то жить и развиваться в этом плане. Так, хорошо. Значит, ну, с минусами понятно, тут примерно я понял, но еще есть такой момент безопасности, да, то есть мы все-таки привыкли к такой безопасности, что можно по улицам пешком ходить, да. Я так понимаю, в Лос-Анджелесе, да, с этим небольшие проблемы могут возникнуть вообще, с улицами. Вы ходите пешком или вы только на машине? Леня, расскажи свои эмоции, я потом расскажу свою часть. Ну, мне страшно ходить, когда потемнеет. Я даже у нас на районе, хотя он достаточно спокойный, я не выхожу, когда уже потемнело постоянно. Эмиль вообще бесстрашный. Он там и ночью ему нормально. Может выйти в таком неблагополучном районе каком-то, выйти, пройтись, а что такого, а что происходит? Ну, все нормально, вот, ну, то есть у него страха в этом абсолютно нет. А я же более такая тревожная, и поэтому нет. Я всегда, мы, допустим, в машине, там Эмиль вышел в магазин, я всегда после него закрою двери, потому что я видела очень много видео, как там на парковку даже средь бела дня подъезжаешь, и кто-то открывает резко дверь, подбегает к тебе и там грабит тебя, допустим. И у меня я еще насмотрелась true crime, и мне нравится, и моя тревожность от этого еще больше растет, поэтому я более такая паникерша, чем Эмиль. Эмиль, у него все отлично. Я считаю просто то, что, во-первых, прям на 100% безопасных мест не существует, но и в то же время бояться всего это невозможно так жить. Могут на тебя напасть даже в самом безопасном в мире там месте и там нажить себе проблемы. Ну, от судьбы не уйдешь, конечно. Да, и на самом деле здесь есть очень небезопасные районы, где сконцентрировано большое количество сумасшедших людей. Просто здесь по закону не могут взять и сумасшедшего человека посадить в больницу какого-то, потому что это демократия. И типа человек сам должен проявить волю на то, чтобы пойти. Как бы для них есть огромные помощи, тоже государство ходит, постоянно говорит, давайте вот мы вам жилье дадим, работу, давайте мы у вас там работу, что-то как-то. А они из-за того, что ну, не в адекватном состоянии, они не могут принять правильного решения. И их очень много на улице. Вот, ну, приехали люди, и я звоню Джеффу, а Джефф уже заснул. Скажи время какое-то. Да, это просто очень... Ну, эти люди рано ложатся спать, в 9 они уже все спят, но мы приехали туда в 10 часов вечера. И получается, мы там встретились с этими ребятами, мы стоим возле дома, общаемся, мне еще они говорят, а ты не можешь пойти там постучать, типа позвать, ну как у нас, знаете, принято там ворота постучать, разбудить человека. Да. Тут как бы так не принято, потому что у них большие дворы, но это частная территория, и не дай бог ты туда зайдешь. Я говорю, не, ребята, я говорю, я заходить не хочу, потому что это, ну, как бы нарушение уже закона. И получается, пока мы стояли, разговаривали, да, проходит женщина и начинает спрашивать, вы кто такие? Мы говорим, ну, я говорю, я Джеффа друг, мы приехали туда, у нас здесь должна была быть встреча, Джефф заснул, она говорит, я ничего не знаю, я вас не знаю, я первый раз вас вижу, вы кто такие? Я ей беру на телефоне, даже показываю, говорю, вот, смотри, у меня есть фотографии, я стою Джеффом, я его друг, типа, все нормально, не переживай. Я говорю, все, мы уезжаем, мы садимся в машину, мы уезжаем. Мы не успели сесть в машину, только выехали на дорогу, за нами приезжает 6 полицейских машин, нас останавливают. В бронежилетах с пистолетами. Нам говорят, что выйдите с машины, не двигайтесь. Ну, как бы на самом деле,
весь этот досмотр был очень вежливый, максимально профессиональный. Нас просто спросили, кто мы такие, почему мы приехали. Они говорят, мы просто по регламенту должны вас опросить, чтобы если этот человек предъявит претензию, чтобы мы знали, ну, кто приезжал. Если какие-то проблемы будут, у нас будут все ваши данные. Все, они все записали и уехали. Но просто к чему говорю, что, видите, это настолько безопасно, что просто мы стояли, мы ничего там не делали. И люди как бы отреагировали, что что-то происходит. Соседи отреагировали. Да, что-то происходит то есть они не все то. берегут друг друга имущество, безопасность. То есть они постоянно бдят. Это, с одной стороны, хорошо, с другой, я даже не знаю. Ну, как бы, если не повезет с полицейским, то могли бы быть большие проблемы с этим. У нас, например, можно вообще приехать к кому-то, перелезть через забор, там, постучать и... Здесь тебя имеют право застрелить. Да, если ты так сделаешь, то полиция приедет, просто застрелит, даже не только полиция, даже хозяин дома может застрелить. Поэтому лучше, конечно, это не делать. Ну вот с одной стороны есть места, где небезопасно, с другой стороны есть места, где очень безопасно. И, контраст очень сильный. Нужно вот этот баланс чувствовать просто. Есть вот места, ну, куда лучше не ходить. Да там и делать нечего на самом деле. В хороших местах там везде полиция патрулирует, там ну, все нормально, я не знаю. Ну расскажи, как в даунтауне мы бутылку эту кинул. Ну вот недавно, да, мы с Лениве, получается, подъезжаем там в даунтауне, в кафе, хотели выйти там что-то купить. И стоит полицейская машина, и я говорю, ой, здесь, я говорю, полицейские постоянно кушают, говорю, здесь безопасно. Нормально. И мы паркуемся, смотрим, там парень этот он стоит, танцует. Такой, типа, на кайфе, все да. отлично у него. И тут проходит другой парень, и ему что-то оскорбил его, ну или прикольнулся с него. И типа, ой, что ты такой, да. типа, а тот говорит, типа, идем, типа, сюда, вот в подворотню, я тебе сейчас покажу, какой я. А тот там что-то ему там, ну, начал там ругать его там нецензурной лексикой, да. Пошли. А тот берет, у него там бутылка какая-то стеклянная была, и бросает ее, она разбивается просто. Мы только хотели выходить, и получается оно пролетает мимо нашей машины, и прям возле нашей машины разбивается, вода на нашу машину. Я сижу, просто такое зрелище какое-то, ну для меня это было прям очень страшно, я не хотела выходить, говорю, все, не выходи, подожди, пусть уйдут. Ну потому что от них не знаю, что ожидать, и поэтому, ну как бы лучше себя поберечь. Ну если я буду чувствовать себя небезопасно, и я буду знать, что этот человек может мне навредить, я могу всегда позвонить в полицию, и полиция приедет, и она его заберет. То есть пока они не вредят людям, то есть вот пока они чью-то вот границы не проходят, полиция не имеет права их трогать, ничего не может сделать. Но только как только он нарушит какой-то закон, все, я могу сразу звонить в полицию, его придут, заберут. У тебя есть право оружие, ну, заиметь, что называется? Честно, я этот момент не узнавал, но тут постоянно ходит в новостях информация о том, что тут же вообще, в принципе, это право носить оружие, это очень старый закон, который был еще черт знает с каких годов. И американцы как бы все беспокоены этим, никто не хочет, как бы, чтобы была вот эта опасность от людей, что у кого-то есть оружие. И тут постоянно ведутся дискуссии, каждый там из кандидатов в президенты начинает говорить, что я вот отменю право там на ношение оружия. В каких-то штатах там это более защищено, ну как бы... Где-то запрещено. Да, где-то запрещено, где-то разрешено. Ну, я не узнавал, честно, мне эта тема не интересна. А здесь еще существует такое мнение, что если у тебя есть оружие, то оно по-любому рано или поздно выстрелит. Да. И поэтому лучше его вообще не иметь. Потому что очень много здесь таких случаев было, когда дети находили и как бы... Да, это даже не только здесь, я слышал эти истории по всему миру. Когда у тебя есть, это лучше... Это же поэтому есть регламент, там, в сейфах держать оружие, в кобуре надо, не заряженный, да, ну а с другой стороны, а зачем тебе не заряженный в сейфе, когда тебе нужна там, да, ну как бы это очень долго будет. Грабители напали на твой дом, тебе нужно достать и как-то отстреливаться, то есть я так понимаю, логика так работает. Да, ну лучше вызвать полицию, по крайней мере, здесь нет ни у кого заборов, таких огромных заборов, или у всех дома открыты, пожалуйста, приходи, там, стеклянная дверь, да, там просто вот так рукой ты там разбил. Да, вот, потому что не знаешь, у кого это оружие может быть. Вроде всегда все говорят, вот там небезопасность, там все такое, ну у всех дома открыты просто, пожалуйста, если надо в дом какой-то попасть, заходи, но никто это не делает почему-то. Да. Здесь в Беверли-Хиллз иногда заезжаешь, там такие дома просто огромные, ну видно, что там люди живут, там, ну, как минимум какие-то там звезды или политики, у них никакого забора нету, пожалуйста, проходи к нему во двор. Там. Ну, оттуда ты можешь не выйти. Да, ну. Кстати, интересную тему вы затронули, я тоже про нее хотел поговорить. Там у вас в сторис, у тебя в линии в сторис я видел, что вы встретили Адама Сэндлера, ну, он там ехал на машине,
скажем так, ну я не то чтобы я его не фанат этого актера, но сам факт того, что ты можешь встретить человека, которого ты видел там в телеке 30 лет назад, 5 лет назад или буквально вчера, он на самом деле удивительный. Потому что вот я, допустим, очень мне нравится, есть такой чувак Нил Деграсс Тайсон, он как бы астрофизик, он вообще популяризатор науки. И вот я читаю, что люди говорят, там мы на улице встретили там того-то, встретили того-то. Кого вы встречали, ну, в Лос-Анджелесе? И вообще, что это за чувство, когда ты видишь человека, которого ты видел всегда в телеке, а тут вот он, типа, проехал, вот он здесь? Но мы обалдели, естественно. И причем это получилось очень случайно. У нас была фотосессия ребят, ну я там как ассистент Эмиля, он там фоткает через дорогу, я стою возле них, там снимаю видео, какие-то рилсы хочу там снять. Они позируют, и подъезжает машина, мы хотели просто снять такой кадр, типа дорога, Санта-Моника была, дорога, там пальмы, и ну чтобы красиво все. И в общем я стою, так просто снимаю, подъезжает машина, а у меня зрение, ну не очень. И я смотрю, такая очертания, думаю, такая увеличиваю, там снимаю парня этого, которого мы там фоткали, потом раз такая в телефон, а это не Адам Сэндлер, и у меня все мои эмоции, в принципе, были записаны на камеру. Я говорю, это же он, и я увеличиваю, и он начинает махать, и я понимаю, что это реально он. А еще так смешно получилось, тот парень, которому мы, пара фотографировала, там парень говорит Адаму Сэндлеру, все, проезжай, типа, не уже, мешай. а он стоит. А он стоит, смотрит, ну как бы он на красный свет, в принципе, стоит, проехать направо можно было проехать. Вот, но он стоял, ждал кого, говорит, я жду, типа, жену. И он, получается, стоит, и мы такие, быстро, надо же воспользоваться, подбежали. Он очень такой, не уехал, то есть он мог спокойно, все, до свидания, я, поехал. Мог, но он нет, он, в принципе, подождал, пока мы там все пофоткали, сняли, так, how are you, там, и все такое. Ты еще расскажи, как ты в аэропорту встретила Кейт Мосс. Точно, я забыла. Когда мы только приехали, это было первое впечатление, думаю, вау, я попала в Лос-Анджелес, ничего себе. Мы выходим с самолета, и очередь, да, на проверку, как она называется? Где визовая проверка. Визовая проверка, это понятно, все, да. Очень много людей. Да. И мы тоже стоим, такие сонные, все. И раз проходит какая-то девушка. У меня на лица, в принципе, хорошая память, если я увидела, не издалека там, но если увидела, у меня хорошая память. Я такая, раз, она прошла. Думаю, странно, что-то знакомое лицо. Думаю, окей, идем дальше. Проходим еще, там же как змейка такое. Раз, она останавливается возле нас. Я говорю, Эмиль, это Кейт Мосс. Он говорит, а кто это? Он даже не знает, кто это. Я говорю, это Кейт Мосс. Она раз так на меня смотрит, а мне так было неудобно подойти, потому что это такое место, то есть она уставшая, да, там, то есть все мы уставшие, И мне так неудобно было, и, в общем, я не подошла. Сейчас я жалею, думаю, а что, подошла бы. Она так на меня посмотрела, такая, типа, думаю, может, ждала, что я там узнаю ее, но я так сделала, типа, я не буду подходить, нарушать ее границы. Вот, но было интересно так понаблюдать за ее. И причем она была в общей очереди, то есть она могла, в принципе, это удивительно, да, что но она здесь, была в общей на самом деле, очереди. мы часто видим видео, что там мы живем недалеко, в принципе, там в 3 или 4 милях от Аллеи Славы, там постоянно проходят показы фильмов, здесь Оскар. постоянно знаменитости ходят. Люди там снимают в Инстаграм, как Арнольд Шварценеггер, например, на велосипеде по Санта-Монике ездит каждое утро, он там на Мы еще никак не можем утром встать и застать нам его. Просто, да, нам далековато ехать утром. Да, но там есть тренажерный зал, куда он приходит, постоянно занимается, все там с ним ходят, занимаются. Все уже его видели, кроме нас. Знаешь, на самом деле это так интересно работает, потому что, GTA это такая игра, в которой у тебя много часов, то есть, ты там что-то копошишься. И я когда ваше видео смотрел, там, сторисы, там, это колесо, Санта-Моника, это реально я все эти районы я знаю, то есть, как будто это с детства, тема. Еще такой вопрос последний хотел задать. Смотрите, когда я слышу, что наши соотечественники, крымские татары, уезжают в Америку, для меня это, по ощущениям, это очень далеко, и как будто бы это связано с какими-то радикальными решениями, там, переехать, эмигрировать, то есть сжечь эти все мосты, чтобы не было соблазна вернуться, то есть как будто бы это очень большое расстояние. Для вас этот переезд, он вообще что значит? Какие у вас планы на будущее? То есть, какой примерный горизонт планирования ближайший у вас? Начнем с того, что когда мы первый раз, можно сказать, перелетели через океан,
Земля мне показалась очень маленькой. И вот это время, в принципе, там 11 часов каких-то, оно очень быстро пролетает. Мне казалось, это будет достаточно сложно и долго. И вот мне действительно казалось, что это что-то грандиозное, там вот что мы там летим так далеко. И сейчас уже так не кажется. И сейчас нет вот этих вот границ, что вот где-то далеко, где-то близко, там мосты. Оно все как-то стерлось после нашего переезда. Вот. И понимаешь, что в принципе ты можешь пожить где ты хочешь, где бы ты набраться как-то опыта. Ну, для нас, да, в первую очередь, я считаю, что это жизненный опыт. Да. Мы просто хотим пройти через это, попробовать что-то новое. И мы действительно считаем, что Крым — это наша родина, это Мы наша ни с родная чем, земля. да, не сравниваем. Мы его не сравниваем, для нас Он всегда на первом месте. на первом Всё. месте, да. Просто мы хотим пройти через этот жизненный опыт. Легкой иммиграции, изучения английского языка, Да. потому что так как здесь английский язык используется, не используется он нигде в мире, Да. и хочется набраться этого опыта, и в будущем, я надеюсь, для Крыма это все пригодится. Да, это для меня как копилка эмоций, копилка знаний, какого-то реально опыта. И я думаю, это всегда, не знаю, пригодится или нет, но надеюсь, что пригодится. И не просто так это все. Я вот вообще считаю, что наш крымско-татарский народ, вот наше новое уже поколение, наша новая вот эта жизнь, да, мы все-таки такие очень домашние, очень такой семейный народ, да, то есть мы мало там ездим, мало путешествуем, и у нас есть целая куча предрассудков, каких-то вещей, которые, ну, скажем так, немножко не соответствуют реальности, да, но вот это вот выезд из дома, вот это путешествие, сейчас каждый проходит его по-своему, да, кто-то едет, кто-то не едет, оно оставит у человека ощущение, что мир действительно маленький, да, что он вот такой малюсенький, и на самом деле раньше вот такое ваше путешествие, оно могло занимать там 10 лет, и то не факт, что ты доедешь до этого места, а сейчас ты просто за каких-то полсуток ты оказываешься вообще в другом мире, на другом континенте, с другими людьми, понятиями, другой едой, и на самом деле это вообще уникальный опыт, который мы можем сегодня вот переживать. И еще, знаете, то, что мне такая фраза запомнилась астронавта, который сказал, что когда он впервые увидел вообще нашу планету, он сказал, что это маленький, крошечный голубой шарик в огромном космосе, да, и что это действительно наш дом, единственный дом, который у нас есть, и у нас другого дома нету, и поэтому, если бы все люди это понимали, мне кажется, вообще было бы меньше проблем во всем мире. В общем, я очень, очень рад был с вами поговорить, я очень рад был вас видеть. Действительно, что это ценно, что вы нашли время, чтобы со мной поговорить. Я надеюсь, что мы с вами еще созвонимся, еще будем разговаривать, делиться опытом, делиться впечатлениями. Да, что мы со своим каналом будем таким маленьким мостиком с родным домом. Я думаю, что для вас это тоже ценно. Саунс, я надеюсь, мы еще с вами увидимся, поговорим. Саунс вам. Все, Самое пока. хорошее.